Привет слушателям БСП Тим! Да-да, теперь нас можно и слушать. С вами Хасанова Рената и Урманцева Лена. Хей, всем привет! Это наш первый подкаст. Ну что, Рената, как твой настрой? На самом деле, чувствую себя просто превосходно. Очень рада быть здесь с вами, открывать для себя что-то новое, совершенствоваться. Ну и, естественно, помогать своему любимому медиацентру. Здорово, тогда поработаем и начнем. Первый выпуск мы решили посвятить предстоящему празднику 23 февраля или День защитника Отечества. Кстати, Лен, а как вы празднуете этот день в своей семье? Ну, обычно мы дарим подарки мужской половине нашей семьи, а потом идем куда-нибудь развлекаться. Например, в боулинг. А ты уже купила подарки? Ну, как бы да, сегодня 23 февраля. А ты что, разве еще нет? Я, как всегда, все оставила на последний момент. И что же мне теперь делать? Ну, знаешь, я когда искала подарки, я прошерстила интернет и нашла интересную подборку идеи подарков на 23 февраля. Интересно. Да, поэтому хочу с вами поделиться этой подборкой. Что-то мне подсказывает, что это кому-то будет все-таки полезно. И первое в этом списке это были часы. На самом деле, мне кажется, это крутой подарок, потому что лично я обожаю то, как часы смотрятся на запястье у мужчины. Выглядит достаточно делово в стиле. Да. Второе, это были шарф с перчатками, то есть как комплект, как термобелье, теплая одежда. На самом деле я обожаю то, как смотрится это в осенних образах на мужчинах. С пальто, вот это деловой стиль, типа... А самое главное — тепло. И не заболеете. Заботимся о здоровье наших мужчин. Наших защитников. Третье это был кошелек. Ну, тут, мне кажется, даже обсуждать нечего. Всё-таки всё и так понятно. Большой кошелек большим деньгам. Справедливо, и не поспоришь. Четвертое это была сумка. Кошелек же нужно где-то носить. Да, реально. Пятое это поло. Вообще обожаю поло. Тут я хоть час могу рассказывать о том, как поло идет мужчинам. Одежда не бывает лишней в этом плане. Да, реально. И шестое это были массивные кольца. Я как-то раз увидела на парня, он такое массивное кольцо на мизинце носил. Боже, я влюбилась. Я реально влюбилась. Это было превосходно. Теперь мы знаем, чтобы влюбить в себя Ренату, нам нужно носить массивные кольца, часы, поло и носить большой кошелек с большими денежками. Большой сумки. Заметочка. Спасибо, Рената, за такую интересную подборку. Теперь наши слушатели и я, которые также оставили все на последний момент, без труда найдут подарок для близких людей. Да, я очень на это надеюсь. Ну а сейчас приступим к самому интересному. В этом подкасте мы вспомним историю праздника и постараемся ответить на интригующий вопрос. Чей же это праздник и кого нужно поздравлять в этот день? Приступим! Итак, в этом подкасте мы вспомним историю праздника, постараемся ответить на интригующий вопрос, кого же нужно поздравлять в этот день, и обсудим тему поисковых отрядов с нашими гостями. Я думаю, это очень интересно. Лен, а ты знаешь историю праздника? Конечно. Я как типичная отличница подготовилась. Ну и давай. У меня есть ответ. Я вам Расскажи расскажу. нам. Начнем с того, что история праздника восходит ко дню создания рабоче-крестьянской Красной Армии. 10 января 1918 года председатель Высшей военной инспекции Рабоче-крестьянской Красной Армии отправляет во Всероссийский специальный исполнительный комитет предложение отпраздновать годовщину РКК 28 января. Однако просьба происходит с опозданием, и ее отклоняют. 24 января Президиум Моссовета рассматривает вопрос и совмещает празднование с Днем Красного подарка 17 февраля. Но так как 17 февраля попало на понедельник, День Красного подарка и, соответственно, годовщину РКК отложили на ближайшее воскресенье, то есть на 23 февраля. Ну, а я знаю тот факт, что свое нынешнее название, то есть День защитника Отечества, праздник получил в 1995 году. Я смотрю, ты тоже подготовилась. Конечно! Так, на самом деле, эта история описывает типичную Россию. Действительно. Действительность России. Такая нервотрепка была на самом деле у них. С опозданием.
А сейчас пришло время обсуждения поисковых отрядов, и поможет нам Владимир Сергеевич Волков, руководитель регионального отделения поискового движения России в Республике Башкортостан. Добрый день. Здравствуйте, Владимир Сергеевич. Расскажите нам, как ваше настроение? Рады ли вы сегодня с нами здесь присутствовать? Ну, конечно, вообще, по-моему, моему настроению соответствует и погода на улице. Она уже такая весенняя, то есть стоит снежок. Птички проснулись, да, птички петь проснулись. начинают. Так, мы ранее говорили о подарках, и теперь интересно узнать, какой лучший подарок вы получали на 23 февраля. Ну, наверное, я бы сказал не лучший, а самый необычный, я бы хотел о нем рассказать. То есть самым необычным подарком на 23 февраля для меня был, наверное, поход выходного дня. То есть на 23 февраля мы группой единомышленников, скажем так, ушли далеко-далеко в лес, лазили по скалам, занимались основами альпинистской подготовки. В общем, классно проводили время. Вечером сидели у костра, пели песни под гитару. Вот это был, наверное, самый необычный, ну и, может быть, в какой-то степени самый лучший подарок на 23 февраля, который я получал. Ну да, Здорово, это эмоции на всю жизнь, конечно. Ну, тогда давайте теперь обсудим то, чем вы занимаетесь. И, конечно же, нас интересует, что такое поисковое движение и его основные цели. Поисковое движение у большинства населения в России, наверное, ассоциируется только с теми людьми, которые что-то там копают где-то в земле, достают, как правило, какие-то артефакты, там, винтовки, оружие и так далее, а потом это все показывают на выставках. На самом деле поисковое движение, оно более разнообразно. И вот то, что мы видим на выставках, это только малая часть нашей работы. Наша основная задача – это увековечение памяти погибших при защите Отечества. А здесь уже вариантов много. Это и археологические раскопки на месте ведения боевых действий, это и архивная работа, это и научно-просветительская работа, это и выставочная работа, которую мы очень активно проводим. То есть здесь все мероприятия, которые помогают сохранить память о событиях прошедших дней и о людях, которые в этих событиях принимали участие, скажем так. Мгм. А можете рассказать, пожалуйста, куда выезжают башкирские поисковики? У нас география очень хорошая. Дело в том, что в Республике Башкортостан довольно-таки не уникальная, но хорошая ситуация, когда движение поддерживается на уровне правительства. В Республике Башкортостан существует субсидия правительства по поддержке некоммерческих организаций, которые занимаются поисковой работой. И благодаря этой поддержке нам удается выезжать в различные регионы Российской Федерации. География у нас очень хорошая, от Карелии на севере до Крыма и Кавказа на юге. То есть ежегодно мы выезжаем, вот в прошлом году у нас была 21 поисковая экспедиция не соврать бы, в 12 субъектов Российской Федерации. То есть у нас география очень хорошая. И помогает нам в этом как раз субсидия. То есть мы не полностью выезжаем за свой счет. Часть средств мы получаем из бюджета, и частично расходы мы проводим за счет вот этих бюджетных средств. Это позволяет, самое главное, нам на места боев вывозить и школьников, и, самое главное, студентов. То есть у нас сейчас целое движение появляется уже внутри нашего поискового движения. Это движение студенческих поисковых отрядов. То есть при большинстве крупных вузов республики у нас существуют поисковые отряды, и на российском уровне для этих вузов проводится прямо отдельная программа, реализуется. Это и студенческие вахты памяти, то есть поисковые экспедиции, где принимают участие только студенты. Причем, знаете, что интересно, эти экспедиции, как правило, проводятся в таких интересных регионах, допустим, в Крыму, в июле. И очень много проводится мероприятий по типу форумов, где молодые люди как раз могут встречаться с друг другом, общаться, обмениваться опытом. То есть студенческое поисковое движение сейчас у нас на подъеме в России, и в Башкирии, я надеюсь, тоже. А вот вы сказали про школьников. А получается, вот с какого возраста ребята могут вступить в отряды? Как я уже говорил, поисковое движение – это не только выезд на раскопки. То есть вообще в наших отрядах, в школьных, у нас их более 40 в республике, школьных поисковых отрядов, есть дети в возрасте от 12 лет. То есть ребята в возрасте от 12 лет привлекаются к проведению каких-то патриотических акций, к работе в архивах, на сайтах Министерства обороны. Но
выезжать на раскопки и принимать участие непосредственно в эксгумации останков и так далее можно только с 18 лет. То есть здесь уже у нас появляются как раз студенческие отряды, выходят на первый план, а школьники выполняют вспомогательные функции. То есть да, ребята, школьники тоже выезжают, но они не привлекаются к поисковым отрядам, к поисковым работам, непосредственно к эксгумации, потому что до сих пор на местах боев просто огромное количество взрывоопасных предметов встречается, поэтому детей мы не привлекаем к таким работам. А вот, получается, есть школьники, студенты, а вот взрослые люди принимают в этом участие? Да, хотя бы мой пример. У нас на прошлой неделе старейшему поисковику Республики Башкортостан исполнилось 80 лет. Равиль Акрамович Кашапов, город Октябрьский, он до сих пор является активным поисковиком. К сожалению, он, по-моему, только в прошлом году не выезжал в поисковые экспедиции, а так он очень активный образ ведет в жизни, то есть он и проводит акции, он работает в архивах, в общем, молодец. То есть от 12 до 80 лет на сегодня у нас в республике такой вот разброс возрастной. Широко. Я хотела добавить, что это на самом деле очень здорово, что детей приучают к патриотизму с такого маленького возраста и показывают всю страшность и важность этой войны. К сожалению, сейчас у нас в школах очень мало уделяется часов истории Великой Отечественной войны, и, по сути, дети ее знают даже не на начальном, поверхностно. А поисковая работа, она позволяет именно чуть глубже изучить, и ребята, которые занимаются историей, кстати, и студенты тоже, открывают для себя очень много направлений. В частности, сейчас идет общероссийский такой проект, называется «Без срока давности», о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории. К сожалению, эта тема среди простого обывателя, скажем так, она вообще неизвестна. Кто-то где-то слышал, что где-то там сожгли деревню, но когда понимают масштабы на наших мероприятиях, совсем мировоззрение у людей меняется. Да. Грустно как-то стало. Давайте немножко отвлечемся от очень грустной такой темы и перейдем. Мы готовились к этому интервью, хотели узнать про вас, и чисто случайно узнали, что, оказывается, есть еще один Волков Владимир Сергеевич. Он был генералом-лейтенантом, членом военного совета Российской империи, жил с 1848 по 1912 год. Его награда — это золотые сабли за храбрость. Мы как раз хотели у вас узнать, знали ли вы о таком. Нет, я не знал. Большое вам спасибо, теперь буду знать. Что у вас есть еще один такой человек. Хорошо, и последний вопрос на сегодня к вам. Сейчас бытует мнение о том, что 23 февраля праздник только для тех мужчин, которые служили. И общество в связи с этим поделилось на два лагеря. Одни считают, что это действительно так, а другие начинают спорить и говорят, что это праздник для всех мужчин. Нам интересно ваше мнение. Как вы думаете, действительно ли это праздник только служивших или всех мужчин? Я, наверное, отношусь ко второй категории, которая считает, что это праздник действительно всех мужчин, потому что праздник называется День защитника Отечества. То есть потенциально все мужчины являются защитниками Отечества. Неважно там от возраста. Это показала и история не только Великой Отечественной войны, когда у нас на борьбу с оккупантами, с нападающими поднимался весь народ и старый млад. И в процентном соотношении, скажем так, доля мужского населения, она была подавляющая, конечно, среди тех, кто принимал участие непосредственно в боевых действиях. Поэтому я считаю, что это неверная точка зрения. То есть, действительно, это праздник для всех мужчин, независимо от возраста. Я хотела бы добавить, мы такой же вопрос задавали своему учителю литературы когда-то давно, и она очень хорошо ответила, что праздник называется День защитника Отечества. Отечество — это Родина, а Родина начинается с семьи. Если так рассуждать, то каждый мужчина — это защитник своей семьи, и поэтому тоже его нужно поздравлять. Какая прелесть! Да, это мнение мне, конечно, больше всех нравится. Очень мило. Спасибо большое, что приняли участие в нашем первом подкасте. Вы у нас гость первооткрыватель. Как здорово. Спасибо вам большое, что пригласили. Буду рад еще принять участие. Уже во втором, в третьем, в четвертом, сотом, 200-м. Спасибо вам большое. А сейчас встречайте нашего второго гостя. Основатель поискового отряда «Долг» Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы Айнур Фанузович Палатов. Встречаем! У-у-у! Здравствуйте, Айнур Фанузович. Добрый день. Рады мы вас очень здесь видеть. Мы видеть, наши студенты слышать. Как ваш настрой? Настрой боевой. Как всегда, спасибо, что пригласили.
Вот боевой настрой, это, конечно, прямо Это в тему. да. Но сначала мы отвлечемся на более легкие вопросы, которые мы заготовили. Ранее мы говорили о подарках, и интересно узнать у вас, какой лучший подарок вы получали на 23 февраля. Можно не лучший, к примеру, а там интересный или самый дорогой для вас. На 23 февраля, не то что на 23 февраля, в общем, самый ценный для меня подарок — это награда. У меня сейчас 2 медали получается. Первая медаль — это за патриотическую работу, которую сейчас я веду, имеется в виду. И вторая медаль за сохранение исторической памяти. Что поспособствовало получению этой медали? Но Что у нас в поисковой экспедиции, если 3 раза выезжаешь, там, на 3-й раз уже вручается медаль за сохранение исторической памяти, потом уже на 4-й и более разы, там уже за патриотическую работу, то, что мы вкладываем в свой труд, поисковую работу, там уже награждается, естественно, медалью. Дальше. Поняла. Это очень здорово. Давайте теперь обсудим то, чем вы занимаетесь. Так, в нашем университете есть поисковый отряд, да, вы его возглавляете. Можете оценить его вклад в развитие всех поисковых отрядов Республики Башкортостан? Вообще, если по-честному сказать, создавался отряд в 2013 году, я его создал. Естественно, потом мы со студентами Башкирского аграрного университета, я одного студента взял, со студентами исторического факультета. Со студентами исторического факультета выехали на экспедицию в Ленинградскую область, под Волхово. Студенты, на мой взгляд, очень трудолюбивые, аккуратные, все знающие, как правильно поднимать бойца по археологии. Именно не просто там поехал, начал копать, а именно по археологии. То, что мне легче со студентами было работать, чем с учениками. Так скажем, они уже более опытные, более сообразительные и более самостоятельные. За ними не надо каждый шаг следить. Один раз, у нас инструктаж получается утром, вечером. Инструктаж провел, и они уже сами начинают работать, так скажем. Работать, правильно работать. Технику безопасности, естественно, все соблюдали. Вопросик. Вы, значит, у нас создали этот поисковый отряд. Чем вы руководствовались? От чего отталкивались, когда его создавали? Вообще, я начал в экспедицию ездить, поисковую экспедицию в школе еще в 8 классе. У меня был создатель поискового отряда «Память» сельского лицея, Багельского сельского лицея, где я учился, естественно. Основал его мой дядя Хафизов Гафуан Закуанович. Поехали на первую экспедицию, мне там очень понравилось. Это необъяснимое чувство, так скажем. Когда ты видишь своими глазами, а не читаешь книги там, по рассказам других, именно то, что ты сам уже поднимаешь бойцов, это такое ощущение, если бойца поднимались медальоном, медальон, если распознавали, там уже начинаются поиски родных. И бывали случаи у нас, то, что мы на самом деле находили бойца с медальоном, находили родственников и передавали останки на перезахоронение уже именно родственникам. Вот когда родственники приезжали, вот этот момент вручения, это столько слез радости, то, что они были без вести пропавшими, и через такое большое количество лет, естественно, родственника нашли. Потом поступил в Башкирский педагогический университет имени Богупу Акмола на факультет ЕПАИТ. И меня подтолкнули, чтобы я не бросал это занятие именно. То, что я создал именно в университете свой отряд и начал дальше ездить уже на экспедиции. Я посидел, подумал, естественно, почему бы и нет. Я учусь здесь и должен уже дальше продвигать поисковые экспедиции, создавать отряд. Пришел к руководителю. Там кто был директор в том году? Нашли у кого спросить. Мы тогда еще не учились. А кому сказать-то тогда? Отдел молодежи, наверное, кто занимается еще? Отдел молодежи. Да. Пришел к отделу молодежи, рассказал
свою ситуацию, то, что я хочу именно создать в университете поисковый отряд, меня поддержали. Дальше подсказали, как правильно это сделать документально. Оборудование, естественно, я документально все создал, организовал. Потом второй вопрос был оборудование. Естественно, там надо палатки, рюкзаки, спальники, много инвентарь. В этом плане тоже поддержали. Это уже здесь БГПУ туристический факультет вроде есть. У них арендовали. Не туристический или какой-то? Кто выезжает? Вот это как раз историки, наверное, выезжают, как я понимаю. Либо историки, либо, может, имеется в виду Дударенко ведет. Но там лагерная. Наверное. Тема. Палатки отсюда дали с университета, имеется в виду вот этот весь. В общем, где-то у нас университет нашел палатки. Все найдет. Да, все нашли. И выехали на экспедицию. Ребята были очень довольны, то, что съездили. Так начали развиваться, да? Так начало развиваться, да. Ну, на самом деле, это очень здорово, это очень большое дело. И вот когда вы рассказали про то, что вы находите бойцов и передаете останки их родственников, это вообще реально очень большое дело, да. Что вот действительно словами не передать, а когда вы сами это делаете, мне кажется, это чувство, которое вот вообще на всю жизнь отпечаток останется и никогда не забудешь. Это очень благородное, конечно, дело. Да. И мы хотели бы узнать, почему важно, чтобы студенты были причастны к поисковым работам. Что им это дает? Во-первых, это патриотизм. Во-вторых, это опять-таки, когда другие рассказывают или показывают по телевизору, то больно внимания не обращаешь. А когда ты уже сам там находишься на экспедиции, на раскопках, там уже совсем другие ощущения. Я даже вот сколько лет езжу, даже руковожу отрядами, я не могу передать это словами. Так, ощущение, то, что там происходит, и здесь это разные вещи. Естественно, мы едем туда на раскопки, на экспедиции, чтобы найти именно бойца без вести пропавшего. И когда начинаешь раскопки, там появляется на поверхности, так скажем, грунта какая-то кость, уже на душе творится то, что ты нашел на самом деле. Начинаешь дальше выкапывать, по археологии уже поднимать бойца. Это, так скажем, большое дело. Из-за этого студенты, мне кажется, не только ученики, сейчас в основном учеников берут на экспедиции до 18 лет, так скажем. Студенты, во-первых, они, так еще раз скажу, то, что более опытные, более сознательные по технике безопасности, более осторожные, уже они по сравнению со школьниками, у них ум все равно, так скажем, развит. Имеется в виду, и с ними, во-первых, легче работать, во-вторых, сейчас молодежь в основном в компьютерах, планшетах, в соцсетях, так скажем, ничем толком не занимается. А когда уже едут на раскопки, это опять-таки они приезжают оттуда с такими эмоциями, да. И они вот рассказывают друзьям. Естественно, охота уже другим ездить. Вот так и друг другу вот это рассказывая свои эмоции, свои ощущения, мы развиваем патриотизм у молодежи, так скажем. Вот мы с Владимиром Сергеевичем как раз с нашим первым гостем обсудили вот этот возрастной период, когда вот можно вступать в отряды, и нам рассказали, что самому старшему, да, самому опытному участнику 85, да? 80. Да, 80. Вот недавно сказали. Юбилей был. Да. Вот тоже. Именно про того человека. И у меня к вам вопросик возник. Вы также планируете свою жизнь этому посвятить? Или, может, пораньше закончите с этим делом? Здесь нету возрастного ограничения, так скажем. Здесь
нет то, что ты должен там в школе заниматься, в университете или там до 40 лет. Здесь, я опять-таки повторюсь, здесь не передать это эмоции такие, которые происходят на раскопке. Это как только с раскопки приезжаешь, уже заново охота на следующую экспедицию уже ехать. И за это тут я не могу определенно сказать то, что я там до скольки-то лет буду этим заниматься, потом брошу. Нет, я буду ездить до тех пор, пока позволяет здоровье, так скажем, пока позволяет... Пока есть желание этим заниматься. Нет, желание есть Нет оно желания, всегда, пока да. есть. Пока есть возможность этим заниматься, естественно, я буду заниматься. Мы будем показывать хорошие результаты, не просто там съездить для галочки, а именно мы едем для результата, так скажем. Мгм. Ну, Говорят же, война не закончится до тех пор, пока не найден последний солдат. Мгм. Это красиво, да. мощно сказано. Да. И у нас для вас последний вопрос. Он немножечко по другой теме, он больше к 23 февраля относится. Вот сейчас бытует мнение, что День защитника Отечества — это праздник вот для только служивших мужчин. И общество поделилось в связи с этим на два лагеря. Один считает, что это действительно так, второй лагерь считает, что это праздник для всех мужчин. Нам интересно ваше мнение. Вот как вы считаете, это действительно праздник для тех, кто служил, или для всех мужчин? Смотрите, здесь, конечно, мнения у всех разные, так скажем. Здесь два варианта. Есть, которые хотят служить, ребята, но не позволяет здоровье. Есть ребята, у кого здоровье позволяет, но они сами не хотят служить, так скажем. Вот мое мнение, кто по состоянию здоровья, они годны, но не хотят служить, мне кажется, это уже не мужчины. Мужчина должен служить, мужчина должен отдать Родине то, что положено, так скажем. Сейчас, естественно, армия как лагерь. Всего служится год. Раньше служили по 25 лет. Я тогда понимаю, 25 лет это много. Как мужчины выдерживали это расставание, это с родителями, с близкими, у кого-то, имеется в виду. А сейчас даже на год не хотят идти в армию. Для меня это, так скажем, Недопустимо. недопустимо, да. Мгм. Спасибо вам большое за ваш ответ. Спасибо, что уделили нам время. Спасибо нам за то, что мы провели этот подкаст. И спасибо тебе, слушатель, что был с нами. Не забывайте ставить лайки и пишите в комментариях, какую тему вы бы хотели поднять в следующем выпуске. Ну а с вами был Бойспу Тим. Будь с нами. Пока-пока. Будь с нами. Пока-пока.